Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа иқәгылараҿы иазгәеиҭеит арҭ амшқәа зегьы Урыстәыла анапхгара имҩаԥырго арратә операциа ҳадгылара шарҭо, ҳтәыла иқәынхо амилаҭ рацәа гәыла-ԥсыла ҳаурыс жәлар рааигәара ишыҟоу. Дорогие сограждане, сегодня мы собрались в поддержку нашего друга и союзника Российской Федерации. Осознаем, как непросто руководству России и лично Владимиру Владимировичу удалось решение о проведении специальной военной операции. Здесь присутствуют представители разных политических партий и общественных организаций. Это говорит о том, что в вопросе развития абхазо-российских отношений мы едины. Международное сообщество в крайней степени агрессивно реагирует на действия России. Хочется спросить, где были эти ярые борцы за справедливость, когда страдали мирные жители Донбасса? Это не что иное, как политика двойных стандартов, и подтверждением тому служит планомерная экспансия НАТО в восточном направлении. Приближение военной инфраструктуры Альянса к границам России является угрозой безопасности и стабильности в мире. К сожалению, Украина стала инструментом, посредством которого так называемый коллективный Запад осуществляет, по сути, политику империализма, нацеленную на установление однополярного мира. Наш народ сам пережил войну 1992-1993 годов. До сих пор международное сообщество упорно не хочет слышать голос нашей республики. Почему нам не предоставляется возможность высказать свою позицию в Организации Объединенных Наций? Ответ очевиден. Потому что та истина, которую они услышат, невыгодна большей части демократического, как они считают, Запада. Россия была той страной, которая доносила правду о событиях 2008 года в братской Южной Осетии. Мы никогда не забудем тот день, когда Российская Федерация объявила о признании государственной независимости и суверенитета Республики Абхазия. Дорогие сограждане, пользуясь случаем, я хотел бы выразить слова благодарности вам за помощь и поддержку, которую вы оказываете беженцам, прибывшим в Абхазию, а также тем, кто живет в ДНР и ЛНР. Вы знаете, что мною подписаны указы о признании независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. В эти критические дни мы рядом с народом России. Меры, предпринимаемые руководством России в рамках специальной военной операции, направлены на устранение стратегических угроз, как для самой России, так и для ее настоящих друзей, и прежде всего нас с вами. Я, как глава государства, все руководство Республики Абхазия и наш многонациональный народ всецело поддерживаем президента России Владимира Владимировича Путина. Акция ҿиқәгылоз иазгәарҭон Донбасс ауааԥсыра рхьаа Аԥсны жәлар ишеилыркаауа, избан акәзар ҳтәыла аибашьра хҟьаԥҟьақәа иахьагьы изаалымҵӡац. Иазгәарҭон Аԥсны жәлар ҳаурысцәа рмилаҭ ацәымӷреи анацизми ишырҿагылоу адгылара шарҭо аҵабырги аҭышәынтәалара ашьақәыргылареи. Хочется поблагодарить всех наших граждан, которые сегодня пришли на этот митинг. Митинг для нас был очень важен, для нашей страны и республики в целом. Мы видим, что происходит на Донбассе, в Луганске, мы видим, что происходит на Украине. И собрались для того, чтобы поддержать Россию, поддержать эти республики, призвать, чтобы побыстрее закончилась эта война. Призываем мировое сообщество, всех тех, которые вовлечены в этот конфликт, к тому, чтобы Украина была нейтральной, чтобы она ушла от такого блокового статуса, где страны НАТО должны были доминировать. Акция иқәгылаз зегьы еицҿакны ирҳәон Донбасс аҭынч уааԥсыра рыдгылареи, уаҟа аҭышәынтәалара ҳашьақәыргылареи рзы Урыстәылатәи афедерациа имҩаԥнаго арратә операциа аиаша ашьақәыргылараҿы зыда ԥсыхәа ыҟам шьаҿаны ишырыԥхьаӡо. Амра Заранди-аԥҳа, Инал Агәхаа, Аԥсуа телехәаԥшра.